Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главном. Мужчина утонул в реке за рулем автомобиля в Якутске. Следком начал проверку. Небольшое снижение числа новых случаев ковид фиксируют в Якутии. Опасения вызывают тяжелые больные. И новые идеи для процветания родной страны. Осенью проведут форум, где рассмотрят интересные проекты рядовых россиян. Факт гибели мужчины в районе паромной переправы Даркалах в Якутске начал проверять Следственный комитет. По информации службы спасения, сообщение о происшествии поступило накануне вечером. Автомобиль с погибшим обнаружили и извлекли из воды. Предварительно установлено, что мужчина за рулем Toyota Crown съехал с берега в реку Лена. Вечером 16 августа текущего года в следственные органы Следственного комитета России по Республике Саха-Якутия поступило сообщение об утоплении автомашины в районе паромной переправы Даркалах, в которой находился человек. На место происшествия выезжала следственная оперативная группа под руководством старшего следователя Следственного комитета. В ходе осмотра места происшествия на берегу реки Лены обнаружена автомашина Toyota Crown. Внутри салона на водительском сиденье находилось тело 34-летнего мужчины. Предварительно установлено, что автомашина съехала с берега в воду. По данному факту следственным отделом по городу Якутску Следственного комитета Якутии проводится процессуальная проверка, в рамках которой опрашиваются очевидцы, назначено судебно-медицинское исследование, которое поможет установить причину смерти мужчины. Осуществляются иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством. Сразу 22 очага лесных пожаров в Якутии удалось потушить за минувшие сутки. Тем не менее, продолжают действовать 35 природных возгораний. Борьбу с огнем ведут примерно 350 человек и 60 единиц техники. Сложная обстановка сохраняется в Мирнинском, Тампонском, Усть-Алданском районах, где зарегистрировано 15 очагов. Задымленность на территории региона не прогнозируется. Между тем, пожарные парашютисты и десантники из ФБУ авиалесоохраны продолжают борьбу с огнем на территории республики. Всего, как сообщило руководство ведомства, в этот пожароопасный сезон было задействовано 187 работников из Федерального резерва. Это десантники из Амурского, Читинского, Приволжского и Якутского резервов. Благодаря их слаженной работе были локализованы и устранены лесные пожары в Тампонском улусе. А на сегодняшний день они задействованы в тушении 2 возгораний в Алданском и Татинском районах. Всего 100 человек. В своей работе парашютисты-десантники используют ранец с водой и взрывные материалы. Пожары в вышеуказанных точках локализованы, ведутся работы по их устранению. Возникшие лесные пожары угрожали населенным пунктам Крицкаджай, Ударной, Сайды, Новой, линиям электропередач, линиям телефонной связи и сенокосным угодьям. По просьбе администрации местных жителей, конечно, помогают. В основном наш помогали на новый население главы Иван Иванович, который нам помогал с ребятами. Бок к боку мы сражались, тушение лесных пожаров. 49 новых случаев коронавируса выявили в Якутии за минувшие сутки. Об этом сообщил глава региона СН Николаев в ходе брифинга по эпидситуации сегодня. Большинство заболевших, 29 человек в Якутске. В Мирнинском районе 5 случаев, в Нерюнгринском и Хангаласском районах по 3. В Алданском и Чурачинском районах по 2 случая. По одному заболевшему в Горном, Мегино-Кангаласском, Татинском, Тампонском и Усть-Алданском районах. Все ближайшие контакты выявлены и изолированы. Остается высоким число больных коронавирусом в тяжелой форме. У нас, к сожалению, достаточно большое количество тяжелых больных. По республике их 37. Из них 7 на аппаратах искусственной вентиляции легких. И поэтому на учреждениях здравоохранения на местах, конечно же, тоже надо принимать меры с тем, чтобы у нас больные все-таки в тяжелую форму не перетекали, а на уже уровне легких, средних форм людей мы полностью излечивали. Но еще раз хочу подчеркнуть, что здесь, конечно же, очень важно и общее поведение населения республики по соблюдению ограничительных мер. Сохранение экологии, развитие инновационных технологий и промышленности – все это приоритетные векторы развития Арктики. Напомним, ранее глава республики утвердил стратегию развития арктической зоны Якутии до 2035 года. Районные центры станут опорными точками роста. Подробности в материале с Аргалом Неустроевой.
Одним из самых главных вопросов стало развитие логистики и транспортных путей. Создание новых условий для сообщения между районами может стать основой развития всех сфер деятельности региона. В республике в арктической зоне 119 муниципальных образований и всего 53 авиаплощадки. Зная проблему транспортной доступности многих сельских поселений, а это 60% вообще населения, проживающих в сельской территории, поэтому речь идет о том, что, конечно, надо развивать малую авиацию. На самом деле среди арктических районов значится как самый труднодоступный, потому что мы находимся в зависимости от транспортной зависимости. У нас только действует автозимник, и летнее время у нас только воздушное сообщение. Поэтому, я думаю, при развитии транспортного направления мы будем ставить вопросы о том, чтобы с Амиконского района через село Сосыр мы имели круглогодичное дорожное сообщение. Весьма значимую экономическую нишу занимает и Анабарский район, лидер промышленности в своей группе. Здесь в скором времени начнутся геолого-разведочные работы в Лено-Анабарской нефтегазовой области и Западно-Анабарском лицензионном участке. Также за 5 лет реализации программы в рамках новой стратегии развития Арктики будет введено более 9 тысяч квадратных метров жилья, в которые переселят более 800 человек. Еще одним хорошим стимулом будет строительство оптоволоконной сети Анабарского района. Это к концу 2023 года до Ринхаи мы должны вот это дело решить. Поэтому с переходом новой интернет-связи, конечно, развитие района большой импульс будет. Новую стратегию развития арктических районов республики начали разрабатывать еще в феврале 2019 года. За все это время порядка 1000 предложений поступило от жителей региона. Что неудивительно, реализация документа станет отправной точкой по улучшению жизни населения арктических районов, а вместе с ними и всей республики. Саргалана Неустроева, Якутск. Свои идеи по устойчивому развитию России смогут представить жители страны. Федеральный форум «Сильные идеи для нового времени» пройдет в Сочи. До 24 августа идет всероссийский сбор идей на платформе idea.osi.ru. Заявки принимают по 7 тематическим направлениям. Авторы 100 лучших проектов представят свои работы руководству страны, федеральным и международным экспертам на очном этапе форума. По итогам работы планируют организовать содружество инициативных людей, сформировать команды, которые будут готовы приступить к реализации лучших практик. Уважаемые жители республики, горожане, у нас действительно появилась уникальная возможность подать свой проект, свою идею на федеральный форум, который организует Агентство стратегических инициатив совместно с Росконгрессом под названием «Сильные идеи для нового времени». Сама процедура максимально упрощена и разделена на 3 этапа. Первый этап – это подача на крауд-платформе своей идеи или проекта в онлайн-режиме. Второй этап – это непосредственная работа уже с пулом экспертов агентства. Ну и третий этап, если ваш проект отобрали и вы смогли его доработать с экспертами, это непосредственно мы уже с вами встречаемся на самом форуме. В Амгинском районе полным ходом идет приемка школ и детских садов к новому учебному году. Ведет работу межведомственная комиссия, состоящая из представителей Роспотребнадзора и специалистов управления образования. В районе всего 18 школ, 18 детских садов и 4 учреждения доп. Образования. К учебе все они должны приступить с соблюдением всех санитарных норм, чтобы не допустить новых вспышек инфекции. Вместо одного центрального входа сразу несколько, регулярная термометрия и дезинфекция. Это лишь некоторые условия, которые Роспотребнадзор включил в новый порядок работы учебных заведений. Требуется в помещениях, зданиях школ рециркуляторы, то есть обеззараживатели воздуха. И они стоят очень дорого. Например, один рециркулятор стоит порядка 20 тысяч рублей, и это требует немалых затрат. Ну, как раз вот сегодня получили хорошую информацию, что республика должна обеспечить, попытается обеспечить рециркуляторами.
Нерюнгринцы представили республику на отборочных этапах национального чемпионата «Молодые профессионалы». Компетенции, медицинский и социальный уход за больными. Екатерина Павлова следила за работой конкурсантов в дистанционно-очном формате соревнований. Егор Баца – ученик гимназии номер 2 города Нерюнгри, который вот уже второй год одновременно обучается в медицинском классе Нерюнгринского медколледжа. Сегодня юный конкурсант уже представляет республику в категории юниоры на чемпионате WorldSkills. Усиленная подготовка и поддержка близких и родных, я думаю, мне очень в этом помогли. До этого тоже, когда участвовал, также были некоторые трудности. Совсем справился. У меня был пациент, у которого была бронхиальная астма. И я прихожу к нему домой, он вчера выписался из больницы, и я, получается, обучаю его, рассказываю ему, как применять препарат, как что делать, чего избегать, и каких, наоборот, правил надо придерживаться. Очень большой опыт от этого я получил. Надеюсь, что все-таки смогу его применить в будущем, когда пойду на медицину. Категорию «Молодые профессионалы» представляет студентка 3-го курса Нерюнгринского медицинского колледжа по специальности «Сестринское дело» Евгения Артемьева. 40 минут напряженной работы и новые для участников и организаторов условия дистанционно-очного формата. Это камеры, все равно какое-то неловкое такое напряжение, честно говоря. Было соблюдено очень много модулей в один, очень большое количество манипуляций. У меня был послеоперационный больной с выведенной колостомой на переднюю брюшную полость. Мне необходимо было провести ему перевязку смену колоприемника, рассказать подробнее рекомендации по уходу и провести профилактику тромбоза, пневмонии и пролежней. Надеюсь, что справилась. Думаю, что да. Непрерывно через онлайн-связь шла регламентация действий участников и экспертов. Через веб-камеры Координационный совет следил за организацией и проведением мероприятия. Экспертов у нас в регионе нет. Эксперты назначены Академией WorldSkills и представляют разные регионы Российской Федерации. Казань, Волгоград, Санкт-Петербург, Тюмень. То есть, в общем-то, экспертное сообщество – это высококвалифицированные, сертифицированные специалисты Академии WorldSkills. Результаты соревнований будут известны после 20 августа, когда завершатся отборочные туры во всех 83 субъектах России. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Наши корреспонденты следят за развитием событий. Оставайтесь с нами.